Где не нужно, заберите. Где не нужно, ой, мы вам дарим. Да не надо дарить. Поставьте в сортире свой подарок. Не нужен такой подарок городу. Первая мастерская в Москве, уже официальная как бы, они были у меня мастерские, но они были временные. В 78 году, вот последняя появилась после Олимпиады на Третьяковке, то бишь Малая Ордынка, вот которую у меня изъяли с формулировкой «потеря документов». Практически я все там работы сделал, вот зодчих там сделал, ну все, все работы, которые в Татарстане есть, делались в той мастерской в Москве. Когда я приехал в Казань, это было, вот непосредственно в Казани, это было в 91 году. Меня повезли сразу в Казань, сначала улица Волкова, а потом оттуда мы поехали в речной порт и на пароходике в Свияжск. И знакомство как бы с Казанью началось вот с Казани и со Свияжска. Тогда, конечно, он на меня произвел удручающее впечатление. Все было в разоре, все. И вот на моих глазах, я уже здесь более 20 лет постоянно, с 2000 года, как начал работать. Вот. И, конечно, Казань разительно преобразилась и преображается. И хотелось бы, чтобы она становилась лучше. И мусорных работ скульптуры не ставили, оставили достойные работы столицы. Первую работу я делал надгробной в Набережных Челнах. И когда мы оттуда уже возвращались, там сделали всю работу, возвращались в Москву, то с пересадкой, естественно, на поезд садились в Казани, поезд что-то задерживался долго, ну и мы вскочили, побежали, и я забыл свои инструменты здесь. Вот, а мне, когда уже в Москву приезжаем, смотрю, инструментов нет. А ребята так смеются и говорят, ну, это судьба, говорит, ты вернешься в Казань работать. 99-й год. В конце декабря Ментир Шарипович посмотрел наши работы. Мы в паре работаем с Александром Головачевым. Вот он посмотрел наши работы, и ему понравились они все. Мне говорят, если одну выберет, ну это будет прекрасно, а ему все понравились работы. Приезжал к нам Гумилев, и я его тогда первый раз увидел, Гумилева. И когда мне Ментир Шарипович сказал, что вот надо его лепить, показал портрет. Вот. Я говорю, так я этого дядьку знаю. А кто это такой? Я и не знал, что это Гумилев. Мне говорят, так это же Гумилев. Я говорю, так он у нас дома жил. А говорит, как так? Ну вот так вот по соседству. Папа его возил на охоту. И здесь вот как раз зодчий предложение было. Улу Мухаммед, основатель Казанского государства. Вот композиция, там вот лошадка, там вот этим. Это мы хотели возле цирка делать, братьям Знаменским, которые первые открыли стационарный цирк в городе Казани. С течением обстоятельств времени ты всегда видишь, что над каждой работой еще можно работать. И каждая работа прошла через какие-то переживания, страдания, можно сказать, споры. Мы когда работаем вместе, мы спорим без конца. Это как задает маме вопрос, какой ребенок вам ближе и какой ребенок вам более любимый. Вот что мама ответит. Ну и мы пошли в горком комсомола, вот такого-то, такого-то, там вот эти вот ребята нефтяники, они комсомольцы. Ну и был тогда как раз первый секретарь горкома комсомола Горбачев. И он нам, значит, дал разрешение на покупку саксофона, ударных установок, ну, в общем, всех инструментов. Накупили мы, потом все с ним же праздновали, обмывали покупку
в реставрации. Принадлежность к казачеству, то я себя даже для казачества, казачество говорило на тюркском языке до почти 15 века. Потом перешли потихоньку на русский, под юрисдикцию ушли, потому что тангрияне были так же, как и татары. Где не нужно, заберите, где не нужно, ой, мы вам дарим. Да не надо дарить, поставьте в сортире свой подарок. Не нужен такой подарок городу. А нужен, чтобы город, столица была. И вот я... А выдохнуть уже не могу.